Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Меня зовут Юля. Это первое интеллектуальное шоу «Блеск умом», в котором мы проверим наших звезд на их интеллектуальные способности. Поехали! Ну что, дорогие наши телезрители, я готова представить вам наших прекрасных гостей. Команда под номером 1. Талантливые активисты нашего Кызыла Ондар Саглай и Буянол Мылдык. Я рада вас сегодня видеть. Итак, команда под номером 2. Серьезные, мускулистые мужчины. Эртене, Кулар и Сылдыс Калынду. Как я рада вас сегодня всех видеть. Ну что, друзья, давайте мы познакомимся с нашими телезрителями. Расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Сылдыс, фамилия Калынду. Я вообще такой активный, хороший человек. Занимаюсь юмором, КВНом и все, значит, работаю на работе. Ну, короче, вот, надо, короче, сначала быть таким, типа, дураком, а потом стать умным. Прекрасно, ага. Так, меня зовут Эртене, я работаю. Все мы работаем. Хорошо прикидываюсь. С утра до вечера, с понедельника по воскресенье. Работа. Ну, а так, все. Все, человек работающий. Так, спасибо. Меня зовут... Не? Зачем? Вы же подпишете все равно. Меня зовут Саглай, как уже сказали, я активистка ТУГУ, третьекурсница исторического факультета. Спасибо. Вопросы по истории, значит, хорошо знаю. Меня зовут Буян, я артист балета, театра, музыки и танца Саяны. Я танцую, также работаю. Сегодня у нас, видимо... Я учусь. Сегодня у нас собрались, ну так-то в ТУГУ и не только учатся, но и работают, скажите мне, активисты, да? Что, и прогуливают? Нет. Итак, друзья, сегодня у нас собрались такие веселые ребята, талантливые танцоры, КВНщики, руководители, активисты. Ответы видно? Зрение какое? Впереди вас ждет 3 логические игры, правила которых я буду рассказывать в начале каждого раунда. Ваша задача блистать умом. Я надеюсь, это у вас, дорогие друзья, получится. Конечно! Я в этом не сомневаюсь. Первый раунд называется «Это знают все». В этом тренировочном раунде мы зададим вам 5 вопросов, на которые вам за 5 секунд нужно ответить. Вот и все. Ну что, начинаем с первой команды. Вопрос первый. Как назывался корабль капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»? Не смотрел. Юрий. Правда? Итак, ваш окончательный ответ. Еще раз можно вопрос? В 3 веке этот корабль плыл по океану. Без подсказки. Это этот... Корабль Титаник. Джека Воробья. Так, Как же это? Титаник. Нет. Титаник. ваше время истекло. Ваш ответ. Черная Жемчужина. жемчужина. Удивительно, на самом деле это верный ответ. Эх, Вопрос следующий. Сколько градусов в круге? 100. Нет. Нет. У меня была 5 по геометрии. Окей, ваш ответ 360. И это, к сожалению, верный ответ. Вы уже начали хлопать, я знала. Давайте. Итак, вопрос не могли. следующий. Сколько элементов в таблице Менделеева? Менделеева. Прям все элементы, да? давай. Сколько всего? Азот. Кислород, водород. Вода. Золото, серебро, фосфор. Уран. Ауру. Мы не химики, давайте. Алюминий. Мне цифру. Алюминий. Уран. Юлиан. Окей, ваш окончательный ответ, цифра. 95. Согласен? 110. И окончательный ответ. Обоюдный. 30. К сожалению, друзья, это Мне неправильные 110 плюс ответы. 95. 10 плюс 95, там 205? 10 плюс 100. Правильный ответ 118. Вопрос следующий. Как называется семейная стая львов? Семейная стая. Просто стая. Какая-то... Стая семьи. Ты ж Какая-то Смотрела? тавтология. Сумерки смотрела? Смотрела. Но там простая ничего не сказано. Клан Джейкоба.
Это же не не львы. помню. Он же не львы. Там же. Стая Окей, львов, да. окончательный ответ. Стая львов. Мгм. Вот же. Да. Мне Мы нужен знаем. ваш окончательный. Это было гордо. Мы не знаем. Правильный ответ. Прайд. Я знаю. Прайд. Но вы не сказали. Слово такое. Я знала, что Дело вы знали. принципа. Я знала, что вы знали. Вопрос следующий. Что такое кинофобия? Согласна, так Я задумалась. Давай ты лучше ответь. Нет, давай ты. Сейчас, Нет, ты. Не. Нет, давайте Буян будет отвечать. Давайте я отвечу на этот вопрос уже. Ну, я думаю, это кинофобия, наверное, такое дело, когда человек просто 24/7 смотрит фильмы, без конца смотрит, и... И просто смотрит, да. Это боязнь Это кинотеатра. бессонница, скорее всего, наверное. Как это, как Там каламбуря. Что, уверены в своем ответе? Ну, скорее всего, да. Ну, я могу сказать, что если думать логически, то да, кинофобия, Да. как будто бы ты боишься фильма, но, к сожалению, это боязнь собак. К сожалению, у нас же не логическая игра. Итак, переходим ко второй команде. Вопрос Сколько они первый. заработали? Баллов? 2 балла, да. Нормально. Нормально. Жить можно. Нормально. Итак, Сейчас. вопрос первый. Единорог – национальное животное какой страны? Да, я знаю, да. Голландия. Нет, существующая, ну, Нарния, нет? Нет? Подожди, Реальная существует. страна. Реальная страна. Нетландия. Единорог. Нетландия. Нетландия. Это тоже Индия, да. Россия, да. единорог. Окей, По-любому ваш монголов окончательный единорог. ответ. Да где-нибудь, где Нет. весело, типа Куба, Либра, нет, ну что-то такое. Нет, Колумбия. Окей. да, у какая-нибудь. Кубы Калмыкия. точно. Давайте Калмыкия. Калмыкия? Да. Удивительно, но это, к сожалению, неверный Но ответ. это же не страна. Вот это. Итак. Извините, товарищ Калмык. Правильный ответ, дорогие наши телезрители, Шотландия. Эх, Вот. для чего? Арахнофобия – это страх чего? Пауков, семейство, как его там, Членистоногие. членистоногих, да, вот. Но вы всегда об этом знали. Да. Потому что он боится сам. Нет, Потому что Гарри Поттер нет, у Рона Уизли была Да. арахнофобия. И не только. Итак, вопрос следующий. Что означает термин «пиано»? Ну, Музыкальный тише, термин. да, тише, тихо, Вы уверены? да. Точно. Также, На да, ну 150, да, да, да. на 199% мы Да. уверены. Как Буян, скажите? Я уверен. Не, так Повтори, Биан, еще раз. Они Я не уверены. знаю. Да, это правильный ответ, не буду вас мучить. Итак, название какого африканского животного означает речная лошадь? Так, давайте. Значит, в реке в Африке кто живет? Значит, Бегемот. египтяне, Египтяне. либо бегемот, Крокодил. либо, ну, крокодил, это крокодил. Разве на нем люди? Я забыл. Аквамены, да. Аквамен. Окей, ваш окончательный Ну, ответ. бегемот, он же гипопотам. И это, дорогие друзья, правильный ответ. А вот если бы ты спросила, какой персонаж был в романе Мария, ой, как его там, Мастер и Маргарита, я бы сказал бегемот. И был бы тоже прав. Тоже дайте плюс 1 балл за то, что я умничаю. Можно? Я его рукопожатие. Да. Окей, вопрос следующий. Сколько существует книг о Гарри Поттере? Ну, 7. А вы как думаете? Я не читал. Давайте, я перечислю. Значит, Гарри Поттер и философский камень. Гарри Поттер Узник Азкабана. и... Нет, Итак, подождите, мы вам тихо, верим. тихо. И Вы тайная верите? комната. Нет, Гарри я не Поттер верю. Я не и верю. Узник Азкабана. Гарри Ещё? Поттер и Кубок огня. Ещё? Гарри Поттер и Орден Феникса. Я курсовую писал, поэтому. Еще. По Гарри Поттеру? Гарри Поттер и Принц Полукровка и Гарри Поттер. И какого черта Сэлды знает все это. И этот Дары смерти. Вы забыли еще одну книгу. Какую? О, господи, Вспоминайте? это значит 8. 21 году, который Проклятое вышел. дитя. Если Нет, вы- вы первый раз сказали 7 книг, значит неправильно. Не-не-не, я же перечисляю. Вот, значит, тогда 8, смотрите. Окей. Ваш окончательный ответ.
Подожди, а если мы возьмем этот еще, как ее? Новый, в 21 году, который вышел. А, Ну, мне там, же там книга не еще не книга, вышла. а там, да. Пьеса? Не подсказывайте. Подождите, Нет, давайте так, терминологически. Всё, время терминологически. Книг 7, есть одна пьеса, называется «Проклятое дитя». Есть еще как бы книги, но про этого, как его. Ну, Окей, вопрос заключался давайте, в книгах, давайте. да, Книг сколько 7. всего? Ну, я сказал 7, значит 7. Правильный ответ, кстати, я училась в 7 школе, это счастливое число. 7. Итак, Есть! есть! Так, 3 Такие- балла есть, можно сейчас не отвечать. Это был последний вопрос. Ну что, друзья, мы да. переходим к следующему раунду. Смотрите мобильный репортер на телеканале ТУА-24. Way that I look should be breaking the law. If I don't got it, I take what I want. My circle small like a round of applause. You know that I love the sound of applause. You know I mean everything that I say. When you see me coming, get out of the way. I can just lay, back and I'm never going back. Nah, nah, that. Diamonds on drip, cause I came to make a splash. Gonna break the rules and hearts and tools, cause that's what the plan is. Вы готовы узреть? Лично я нет, но надеюсь, что вы да. Общее количество республик в России. 24. 24. 24. 22. Нет. 24. 24. 24. 24. 22. Нет. 24. К сожалению, это неправильный ответ. Республик у нас 22. Скажи, Арсена и Сайдаша не слышно. А что делать? Сейчас что-нибудь сказать, я вам попробую увеличить громкость. 24. Нет. 22. 22. 22. Да, точно. 22. По-любому. Все, давай, Юль, следующий вопрос. А вы? Смотрите программу «Закон и порядок» на ТУА-24. Дорогие наши телезрители, мы переходим ко второму раунду. Итак, раунд второй. Называется «Это логично». В истории происходило много-много разных интересных ситуаций, открытий и происшествий, но не все о них знают. Мы вам зададим несколько вопросов касательно новых изобретений или ситуаций, связанные с именитыми людьми прошлых веков. Важно то, что ответы на вопросы логичные. У каждой пары будет по 30 секунд на обсуждение. Соперники не должны никак друг другу помогать. Ну давайте же блистать умом и начинать второй раунд. Первыми будут пара под номером 1. Читаю вопрос. Это как будто, знаешь, этот ледниковый период. Итак, в газете «Проспект Правды» опубликована карикатура, изображающая человека с белым флагом, на котором написаны два слова, знакомые многим из нас с раннего детства и требующие какое-то, может быть, действие. Назовите их. Прям тут что, где, когда целое. Извините. Это действие. У вас есть 30 секунд на обсуждение. Ну, пообсуждайте хотя бы. Посмотрите друг на друга, да? Если карикатура, это значит высмеивать. Значит, у нас должно быть флаг не белый, по идее, а какой-то другого цвета. И- Итак, ваше время, к сожалению, истекло, и мне нужен от вас ответ. Юлия, можно, если дадут в ответ, если он неправильный, мы тоже попробуем ответить. Вы попробуйте Нельзя. ответить, но Это не балл засчитывается. вам не засчитается. Ну ладно. Не засчитается. Да мы быть за бесплатно можем. Хорошо, спасибо. Я так этого хотела давно. Ну что, Так, дорогие друзья, Ну, интересно. Какая же, как называется газета? проспект Правды. Проспект Правды. Это мне ни о чем не говорит. Так, Во имя прав. А, нет. Два Итак. слова, да? Да. Два слова. давай. Я даю тебе возможность блеснуть. Блестите. Итак, Соглай.
Не знаю, давай будем. Вопрос снимается. Да, у вас нет Нет. ответа? На белом флаге было написано Мгм. правда и действие. Правда и действие? Говорю вам правильный ответ. Раскрась нас. Буян. Да. Надо внимательно читать. Теперь Итак, вопрос. вопрос следующий также для первой команды. При женитьбе свободный Франк надевал невесте на руку кольцо. Как знак их связи, на ногу он надевал ей башмак, как знак того, что она теперь ходит по его стопам. Когда невеста входила в дом мужа, над ней держали меч, знак охраны мужа и строгого наказания в случае ее вины. А что сейчас, имеющиеся у большинства людей с собой, ей подавали на пороге дома, как знак того, что хозяйственные заботы теперь лежат на ней. И что дом принадлежит частично и ей самой. Грустные лица. Я вообще не знаю. Я вообще не тоже. знаю. Нет, скажите уверенно. Я не знаю. Давай еще раз. Я не знаю. Повторить? Да, мы хотим это увидеть. Посчитать. Давайте. И Ну, ваш ответ? я не знаю. Мы не знаем. Мы не знаем, я Он не не знаю. знает. Я знаю, но я молчу, да. Итак, может, у вас есть Я предположение? думаю, что это платок. Да, либо тряпка, либо платок что-то дали, Мне чтобы тоже она там хозяйничала, и типа половина хорошо будет И- собираться, половина дома. дома. Если бы было так, я бы эту всю квартиру обмыла бы этой тряпкой. На самом деле, друзья, это связка ключей. Вопрос для второй команды. Ух ты! Мы вам помогали. Наш момент позора. Авторы газеты «Правда» иронизировали над символами мещанского уюта. Какой предмет сотрудники «Правды» считали напрягающим элементом спальни в определенное время суток? Часы. Вещание. В смысле... Часы. Элемент Будильник. Элемент спальни. Спальня. Короче, смотри, если это газета советская, значит нужно высмеивать все, что было в царской России. В царской России не было электричества, значит там была лучина, а высмеивали то, что у нас в Советском Союзе есть электричество, да? Лучина, ну или свечи. Ну тоже. Я такой в шоке достал. Мне кажется... давай. Ваш нет, окончательный... Подожди. Мне кажется, это время, это часы из-за стука секундомера и так далее. То есть там... Ваш окончательный ответ? Нет, там же Ну, элемент там- спальни. Элемент спальни это часы. Давай, ну ладно, давайте. Мгм. Ваш ответ? Ну, У пусть нас это хоть будет- варианты есть. Пусть это будет время, часы, там типа Нет, кукушка, будильник. точное слово. Ну это же все У нас равно тут же вариант. один показатель о том, что это мешает А человеку. вдруг кукушка это, Ну, не пусть знаю, время будет. птица? Ну, Время, да? Да. А время вы были близки к ответу. За Если бы будильник. чуть-чуть додумали. Да. Всё, это- Ну ладно, ладно. Ну, опоздали. Да. У вас был Опоздали. шанс. Итак, вопрос следующий для второй команды. Эх, Стюклет рассказывал. Вышли мы в сад под тень деревьев, и мой друг поведал мне о том, как при таких же обстоятельствах он был слегка травмирован. Кто же был этим другом? Тень. Он вышел под, Тень деревьев. в тень деревьев, и типа его в тени деревьев. в тени деревьев его тень не Часть- было видно, часть- и тем самым он травмирован. Часть тела должна быть оборвана, получается. Ну, получается, Да. части... Это тень. Ну, тень? Тень. Это ваш окончательный ответ? Да. Вы Или уверены? будильник. Да нам уже третий вопрос давай. Итак, к сожалению, друзья, это неправильный ответ. Да, нормально. Правильный ответ – Ньютон. Думал про яблоки, ну что-то. Ладно. Итак, наш второй раунд закончился, и мы переходим к третьему раунду.
Смотрите программу «Красота и здоровье» на телеканале ТУВА-24. Вы готовы узреть? Лично я нет, но надеюсь, что вы... Да! If you like a freight train running, whoa, flash, flash, flash. If you like a freight train running, you better jump for a splash, splash, splash. Смотрите программу «Закон и порядок» на ТУВА-24. Ну что, друзья, вот и финал. Давайте поаплодируем друг другу, что мы дошли до этого момента. Третий раунд. Теперь все в вашей жизни зависит от вашей реакции. Кто первый говорит тудум? Ну-ка, порепетируйте. Тудум. И Да. надо хлопать или просто... Вы можете постучать, Тудум. но не сломайте мой стол. Итак, тот отвечает на вопрос. Это блиц, поэтому необходимо быстро Сколько отвечать. всего вопросов? Можно знать? Увидите. Ёп. Услышите. На следующие вопросы. За каждый правильный ответ, соответственно, 1 балл. Поэтому соберитесь. Ну что, друзья, вы готовы? Да! Итак, вопрос первый. Так. Что является источником звука у человека? Тудым! Так, источником звука у человека является голос, голосовые связки, ротовая полость. Что вы хотели сказать? Источником звука человека является это все окружающее, которое это то, что мы слышим. Я такая, нет. Не, можно? Окей. Правильно ответили? Вопрос, к сожалению, снимается. Правильный ответ — гортань. Ну, голос, гортань. Из чего сделан самый крепкий дом в 3 поросятах? Тудум. Из кирпича. Я сказал. Из Так, кирпича. вы тудум не сказали. Я сказала тудум. Она Нет. сказала тудум. Она Нет. сказала Тудум тудум. сказала? Она сказала. Я ее поддержал. И, кстати, это неправильный ответ. Правильный ответ из камня. Тудум. К сожалению, правильный ответ все-таки кирпич. Ах вы! Поросята. Как вы могли построить дом из кирпича? Да? Кирпича еще Вот. сделали. Ну, Итак, вопрос следующий. наф. Какой диснеевский персонаж в фильме «Русалочка» поет песню «Поцелуй девушку»? Тудум. Это не был впервые. Ну, отвечай. Поцелуй девушку. Ага. Ты знаешь? Если не знаешь, скажи. В диснеевском мультике Из «Поцелуй». «Русалка» там есть это. Там есть рыбка вот этого. Нет, это У вас краб есть ответ? Но. Ну, короче, пел этот... Степанян или Себастьян. У вас Себастьян, есть наш ответ? ответ. Себастьян, ваш ответ? Да. Сейчас, смотри. Это правильный ответ! Поняли, да? Сулдус хотел сказать Степан. Степанян. Итак, вопрос следующий. Какого цвета была таблетка, которую принимает Нео в фильме «Матрица»? Тудум. Ну давай. Красный. Тудум синий. А теперь вот Тудум просто... зеленая. Итак, ответ был правильный. Ну я думал, он может вряд ли. Красный. Что-то. Хоть что-то я, да, знаю. Красный. Ну так ты наугад сказал, да? Еще можно про Не, мемденса помню, также. помню. Про мемденса можно также ответить. А. Красный. Итак, какие животные воспитывали Маугли в книге «Джунгли»? Тудум. Волки. Волки, это правильный ответ. Буян, вы сегодня блистаете умом. Я думал, медведь и Мы- это, и пантера, и Балу, да? и змея. Итак, сколько минут длится матч по регби? Тудум 40. 35. 30. 50. Подожди, я сказал 55. матч. Значит, Тудум 80. Матч Вы или... Да. меня Да, я... удивляете.
Давайте поаплодируем Сыл. Давайте все вместе! Это программа под названием Сыл Дыс Калынду. Я просто... Каждую программу кому-то посещаешь. А я просто посещаю, да? Итак, это, друзья, сейчас будет последний вопрос, поэтому... Так, подожди, мы в принципе же порвали. Да, Мы приезжаем. Ну, сейчас будет. И она потом скажет, что это было за 5 баллов. В какой вид спорта, который играют на метлах в Гарри Поттере? Квиддич, да, верно. Турнир Квиддич. Соглай, почему вы так не уверены в себе? Это правильный ответ. Ну что, наш финал закончился. Дорогие друзья, сейчас мы подсчитаем, сколько у нас баллов. Итак, дорогие наши телезрители, мы готовы рассказать вам результаты сегодняшней игры «Блеск умом». Давайте сделаем маленькую интригу. Кто же все-таки победил? Первая команда или вторая? Ну а как думаете вы? Итак, победителем третьего выпуска «Блеск умом» становится команда под номером 1. 0. Или команда под номером 3. Я, да. На удивление, команда под номером 1, команда под номером 2 набрали сегодня одинаковое количество баллов по 6. Получается, победила сегодня дружба. Так, мы присуждаем вам ваши законные подарки. Пожалуйста. Спасибо. Это Почему вы не берете? Не хотим. Им Вы передали пустые подарок. Им бензопилу дружно. Дорогие наши телезрители, смотрите первое интеллектуальное шоу «Блеск умом» на канале ОТР по четвергам. С вами была Юля Барбакова.